Вот. То есть в первую очередь мы должны там зарегистрироваться. Потом то, что мы планируем, и, наверное, иншаллах, у нас получится это провести, то, что мы хотели, международный съезд крымских татар в Крыму, да, куда бы вы должны будете войти в исполком, да, и представлять Республику Узбекистан. Вот. Я думаю, что возражений у нас у всех здесь нет, что руководителем Крым-Барлыги будет Эдем Ага. Вот. То есть, понимаете, да? Вот. Но основное, что, какое направление? Основное, что наши соотечественники на сегодняшний день, не зная законов Российской Федерации, да, то есть любому нашему сегодня соотечественнику, ему прежде чем попасть к нам в Крым и разобраться с той или иной ситуацией, что он имеет получить сегодня, да, то есть справку там о реабилитации, там, либо гражданство, либо это земельные вопросы, да, и в правовом поле юридическом им очень сложно в этом понять и разобраться, не зная законов Российской Федерации. Для этого есть мы с вами. Есть завтра офис у нас в Узбекистане, есть наш центральный офис. Наш юридический департамент обменится информацией с вашим юридическим департаментом и также самозаявлением граждан. Это очень важно. Почему? Потому что нашему соотечественнику купить билет, приехать в Крым, прожить здесь 5-6 дней как минимум, не знать, постучаться в какую дверь и получить вопрос. На это уходит не то что 5-6 дней, месяцами. И у любого нашего соотечественника идет большой затратный механизм финансовый в первую очередь. Алайсис, мы вот эти вот моменты острые уберем их. Лишь только потому, что есть офис в Узбекистане, есть вы представители, есть мы. То есть человек пришел, не вылетая с Узбекистана, написал вам в офис заявление, обращение, да, какие вопросы его интересуют. Наш юридический департамент обработал его заявление, и вы получили ответ и выдали нашим соотечественникам там уже на местах. Это очень важно. Вот это вот наш будет основной толчок, то, что людям сегодня в первую очередь необходимо, нашим гражданам, которые сегодня еще проживают в Узбекистане. Вот эти вот основные тезисы, на которые мы должны опираться. Понятно, вторыми всеми моментами это идет там культурная поддержка, да, нашего народа, то есть это концерты, там, проведение концертов, там, может быть, некие круглые столы общения, да, может, мы делегацией приедем, с Узбекистана приедет делегация, проведем какие-то совместные, может быть, пресс-конференции, будем выносить на поверхность, на межгосударственный уровень, какие проблемы сегодня больше всего интересуют наших соотечественников. Вот это основные цели и задачи, над которыми мы все должны работать. Ну и понятное дело, это то, что мы у себя на родине, да, и сегодня Крым это неотъемлемая часть Российской Федерации, и мы на этом жестко будем стоять и отстаивать эти позиции. Сегодня та политика и риторика, которую несет, к большому сожалению, Меджилис, который в свое время был национальным органом, мы считаем, что она пагубна для нашего народа, и наш председатель тоже на этом жестко и четко стоит в этой позиции, все наши единомышленники. Что касается нашей структуры, ну, я вам скажу так, сегодня более организованной и централизованной структуры, чем наша с вами Крым-Барлыги, на сегодняшний день в Крыму не существует. Вот. Мы Меджилис не берем в расчет, Меджилис никогда бесплатную никакую помощь нашему народу не оказывал. В любом случае наши соотечественники приходили, им приходилось платить там за юридическое сопровождение, еще что-то, еще где-то там какие-то моменты всегда возникали. Мы не говорим, что мы лучше, мы просто работаем. Мы стараемся объяснить и донести нашим соотечественникам, что мы работаем. Ну, я считаю, что у нас у всех это получается на сегодняшний день. То есть вот такая вот ситуация плюс-минус.